Состоялись депутатские слушания по вопросам организации детского летнего отдыха на территории городского округа город Якутск. Открывая заседание, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов отметил, что с начала лета депутатским корпусом Якутской городской думы проведено 2 выездных заседания. В ходе первого выездного совещания городские депутаты посетили детские дачи «Брусничка» и «Якутяночка», а также 2 детских загородных стационарных оздоровительных лагеря «Родничок» и «Спутник». При посещении детской дачи «Брусничка» Альберт Семенов обратил внимание на специфику именно дошкольного лагеря как детского сада. Может, какое-то действительно подписать какое-то соглашение, чтобы вот определенное количество детей, да, вот, допустим, в год, вы же вот говорите, у вас в год там 50-70 детей на постоянной основе посещения, да, ну, понятно, что это сменяется, итого получается 150. Допустим, там садик на 350 мест, а из них там 70, допустим, якутяночки, да, какой-то вариант, чтобы они на постоянной основе приезжали сюда со своего садика и, соответственно, на сосновый бор. Тогда да. Ну тогда нужно с оздоровительным уклоном этот детский сад делать. Конечно. Депутаты Якутской городской думы оценивали работу детских дач и лагерей с точки зрения безопасности детей, условий их проживания, подбора персонала, организации питания и медицинской помощи. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов обратил внимание на экономику отдыха детей именно в столице. Сейчас, во-первых, за границей закрыто, да, во-вторых, билеты очень дорогие, да, вот, допустим, вот сейчас вот один билет эконом-класса там до той же Москвы, чтобы переехать там куда-то на море, там не меньше 100 тысяч стоит, в один конец. То есть, ну, никакая семья, соответственно, такие расходы не потянет, даже из 3 человек. С учетом того, что сейчас у нас и санкции, да, с учетом того, что сейчас все подорожало, в связи с тем, что отдыха стало поменьше, там, в том числе из-за пандемии, поэтому, конечно же, было бы удобнее отдыхать здесь. Тогда бы деньги оставались бы в городе. Здесь, здесь бы. У нас же природа тоже неплохая же, да? Нет, у нас природа не хуже, чем, допустим. Не знаю, у нас есть лагеря, и иностранцы тоже приезжали, жили. В свое время корейцы были, китайцы были, они все балдели от нашей природы, от того, что дороги, земля, а не асфальт. Они сказали, вообще не надо сюда асфальт положить. Это мы все хотим, да? Это называется экотуризм. При посещении оздоровительного лагеря «Родничок» председатель Якутской городской думы поинтересовался, насколько популярен лагерь и какова стоимость детской путевки. В Родничке там 38, да? Стоимость путевки 38, минус республиканская субсидия 15 800 с чем-то минус, и всего у нас одна путевка 22 206 рублей стоит. На одного ребенка на 1 сезон? На одну путевку на 1 сезон. Это без компенсации. На втором выездном заседании постоянной комиссии Якутской городской думы по социальной политике депутатами были посещены 3 детских загородных стационарных оздоровительных лагеря «Радуга», «Бинго» и лагерь имени Нестора Каландрашвили, а также детская дача дошкольного образовательного учреждения номер 105 «Лесовичок». Депутаты проверили состояние материально-технической базы лагерей и дач, жилых корпусов, столовых, клубов, спортивных и игровых площадок. Я благодарю педагогический состав, это просто преданные люди, преданы своему делу, они вовсю отдают заботу, они все сами покрасили, все ремонты сами делают, круглосуточно устраивают детям полезные мероприятия. Детям организован полноценный отдых, в том числе сбалансированное питание, интересные образовательные программы и культурные мероприятия. Меня, конечно, как врача очень волнует вопрос медицинского обеспечения детского отдыха наших детей. Ну, вот сегодня в детском лагере «Радуга» озвучили вопрос, что это проблема, вопрос медицинского обеспечения. Очень сложно найти врача или фельдшера на период 2 сезонов, да, летнего отдыха детей. А вот здесь мы находимся в детском лагере Каландрашвили, здесь такой проблемы нету, потому что уже много лет, я вот как главный врач городской больницы номер 2 говорю, что вот мы уже много лет сотрудничаемся с лагерем Каландрашвили, и у нас каждый год, каждый сезон работают наши педиатры здесь, в этом лагере, и обеспечивают медицину в этом лагере. Есть вопросы тоже проблемные по обеспечению лекарственными препаратами, по финансированию обеспечения лекарственными препаратами медицинских пунктов лагерей, по лицензированию
И вообще вот этот вопрос медицинского обеспечения надо выносить, видимо, на региональный уровень, и совместно Министерство образования, Министерство здравоохранения должны планово решить этот вопрос. В лагерях уделяется большое внимание военно-патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также их спортивному и интеллектуальному развитию. Депутаты Якутской городской думы ежегодно посещают все загородные детские лагеря, дачи, потому что летний отдых наших детей, он на постоянном контроле. Я думаю, что уже назрела необходимость в ремонте и наших загородных лагерей. Не только вот нашего города или республики нуждаются в этом, но и это проблема всей нашей страны. Сегодня мы видим, что сокращается поток, наверное, и сокращается интерес к выезду за пределы республики наших родителей с детьми, и поэтому востребованность детских лагерей вот загородных, она становится еще выше. А для этого мы, взрослые, должны создавать, конечно, условия нашим детям. Несмотря на все вот такие не очень современные, скажем, условия, детям очень нравится в лагерях. Мы сегодня общались в лагере Бинго, в Каландрашвили, в Радуге, разговаривали с детьми, как их кормят, сами посмотрели организацию питания, и дети действительно довольны. Им нравится общение со сверстниками, им нравятся вожатые, им нравится пятиразовое питание в наших лагерях. Ну и, конечно, те программы, которые сегодня работают в лагерях, они действительно привлекают интерес детей подросткового возраста. В ходе депутатских слушаний с докладом выступил исполняющий обязанности начальника управления образования окружной администрации города Якутска Мирослав Афанасьев. Он доложил, что в текущем году в реестр муниципальных организаций отдыха детей были включены 49 организаций, 40 лагерей с дневным пребыванием, 5 детских загородных стационарных лагерей, 2 лагеря труда и отдыха, 2 палаточных лагеря. На обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальной программе развития образования городского округа город Якутск на 2023 год выделено 94 миллиона 500 тысяч рублей, в том числе 24 миллиона 100 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 66 миллионов 400 тысяч рублей за счет средств республиканского бюджета. Из них на отдых детям и семей военнослужащих 18 миллионов 600 тысяч рублей. Всего же охвачено летним отдыхом детей городского округа город Якутск 55 958 детей. Заместитель председателя Якутской гордумы Евдокия Евсикова подняла проблему финансирования лагерей, школ и дачи детских садов. По ее словам, те учреждения образования, которые сохранили базу для летнего отдыха детей, содержат ее за свой счет, расходуя стимулирующую часть своего бюджета. Получается, они взваливают на себя дополнительную нагрузку и расходы. Евдокия Евсикова предложила предусмотреть финансирование на летний отдых этим учреждениям, а также соответствующее штатное расписание. Все озвученные рекомендации по итогам слушаний были приняты депутатами единогласно. Мы приняли рекомендации в адрес окружной администрации, в адрес Министерства образования с тем, чтобы были решены вопросы и по материально-технической базе, по финансированию, по организации медицинского обслуживания. На самом деле вопросов хватает. Почему? Потому что те лагеря, которые сейчас существуют на территории городского округа, они были построены еще в советское время, в 50-е годы, в 60-е годы, что им более полувека. Поэтому, конечно же, вопросы, связанные с их обустройством, реконструкцией, они стоят очень актуально. Поэтому депутаты вниклись этим вопросом, и были приняты рекомендации с тем, чтобы улучшить материально-техническую базу. Ставились вопросы также о строительстве новых объектов, связанных с летним отдыхом наших детей. Нужно же определенное финансирование. Сегодня мы услышали, что необходимо 4 миллиарда рублей по всей республике. Соответственно, мы попросили Министерство образования отдельно выделить эту сумму потребностей по городу Якутску. Я думаю, что благодаря этим рекомендациям должны будем также внести эти все вопросы в
в программу социально-экономического развития города Якутска. Соответственно, от этого будут уже выделяться финансирование соответствующее. Поэтому наша сейчас главная задача, чтобы рекомендации наших депутатских слушаний они были услышаны, чтобы они привели к какому-то действию, да, чтобы наконец-то мы обратили должное внимание к летнему отдыху детей. Арсений Сергеевич на встрече с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным отметили то, что мы являемся лидерами на Дальнем Востоке по рождаемости, по естественному приросту населения. Ну и мы находимся сейчас на 7-м месте в целом по России. Поэтому, конечно же, нам необходимо уделять особое внимание именно оздоровлению наших детей в летних лагерях и в летних дачах.